Казалось бы, еще несколько месяцев назад городскую достопримечательность и прудом назвать нельзя было. Водоем больше походил на болото. В рамках нацпроекта «Экология» было решено кардинально взяться за очищение и благоустройство водных объектов на территории региона. Начали с Наздрановского пруда. Площадь объекта, согласно проекту, составляет 21 гектар. Основная причина зловония и мутной воды – илистые отложения, которые здесь скапливались годами. На данном этапе продолжается выемка донных отложений. Это самое длительное и затратное дело. Порядка 234 тысяч кубов ила уже вывезено со дна водоема. Очистить, так сказать, изнутри – задача первостепенная. Самая основная работа здесь – это выемка и вывоз донных отложений. Потом где-то порядка 21 тысяч метров квадратных выполаживания откосов, то есть это планировка, уплотнение, потом устраивается геотекстиль, а на геотекстиле уже устанавливаются георешетки. Та часть, которая уходит под воду, засыпается щебнем, а выше зеркала воды уже засыпается растительным грунтом. Потом уже последний этап, это биологический этап, это уже посев многолетних трав и посадка кустарников скумпия. В рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов и нацпроекта «Экология» в 2020 году будут реконструированы водоемы Карбулака и Малгобека. Также в планах провести модернизацию территории вокруг пруда. Ведь это одно из самых привлекательных мест отдыха в Наздране. По поручению главы республики подрядчиком разработан проект, дизайнерский проект. Здесь будет благоустроен, то есть будут установлены скамейки, освещение будет, фонари будут установлены, будут устроены вот на этом месте баскетбольная площадка, волейбольная площадка, ну, чтобы дети и население, и люди могли сюда приходить, провести время, отдохнуть себе. Тимур Беков приходит сюда каждый день, наблюдает за ходом работ. Он живет здесь неподалеку, признается, что обновления здесь ждут давно, ведь пруд – одна из визитных карточек нашего города. Уже давно надо было его облагородить, привести в должное состояние, чтобы всем жителям города было удобно и приятно проводить свое время. За несколько месяцев проведена огромная работа. Несмотря на отличные показатели, до завершения еще долго. Ведь пруд должен не просто быть слегка очищен, а кардинально преображен. Идрис Ижиев, Рахман Суров, Новости 24.